собак. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Значит, пожелать здоровья тому, с кем вы здороваетесь. А что такое здоровье? Здоровье – это бесценный дар, который дает наша природа. Без здоровья нельзя сделать жизнь счастливой и интересной. Ребята, а как вы думаете, что нам помогает сохранить здоровье? Сохранить свое здоровье помогает нам правильный режим дня. Правильный режим дня значит, вы высыпаетесь, умываетесь, чистите зубы, делаете зарядку, вовремя едите, играете и, конечно же, тогда учитесь на отлично, потому что вы всегда бодрые и веселые. И не случайно мы говорим о здоровье, так как тема нашего урока «Если хочешь быть здоров». Давайте посмотрим, что мы узнаем сегодня на уроке. Повторим слова, которые отвечают на вопросы «сколько», «какой». Узнаем, что такое приставка. Сравним предлог и приставку. Вспомним слова, противоположные по значению. Поговорим о здоровье и гигиене. Вспомним прошлый урок. Мы повторяли числа. Сейчас поочередно я буду называть слова на вопрос «сколько», а вы, ребята, называйте слова, которые отвечают на вопрос «какой». Например, сколько? 1. Какой? 1. Дальше. Сколько? 5. Какой? 5. 8. Какой? Правильно, 8. 10. Какой? 10. 13. Какой? Правильно, 13. 20. Какой? Молодцы, 20. Продолжаем рассматривать числа. Посмотрите на эту картинку. Здесь дружная семья делает зарядку. Составьте предложение, ребята, сколько человек делают зарядку. Верно, 5 человек делают зарядку. Дальше ответьте, какой по счету стоит щенок? Правильно, щенок 6 по счету. Посмотрим следующую картинку, где дети делают зарядку. Ответьте на мои вопросы. Сколько детей занимаются йогой? Я поясню, ребята. Йога – это физические упражнения. Теперь посмотрите на картинку и составьте предложение. Правильно. Йогой занимается одна девочка. А сколько детей делают зарядку? Верно вы посчитали. Зарядку делают 5 детей. Мы рассмотрели и вспомнили слова, которые отвечают на вопросы «сколько» и «какой». А теперь посмотрим, как сохранить здоровье. Что нам нужно делать, ребята, чтобы сохранить свое здоровье? Что нам помогает? Я вам покажу картинки: мыло, расческа, носовой платок, полотенце, мочалка, зубная щетка. А вы скажете, для чего мы их используем? Молодцы! Мы используем эти предметы для личной гигиены, а гигиена помогает нам сохранить здоровье.
Теперь послушайте отрывок из известной сказки «Майдадыр». Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты, гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался и грязнулью остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый Майдадыр, умывальников начальник и мочалок командир. Если топну я ногою, позову моих солдат. В эту комнату толпою умывальники влетят. И залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут. Прямо в мойку, с головою окунут. Он ударил в медный таз и вскричал: Карабарас! И сейчас же щетки затрещали, как трещотки, и давай меня тереть, приговаривать: моем, труба чисто, будет, труба чисто. Ребята, а вы встречали таких грязнуль? Надеюсь, что нет. И что сами не забываете умываться. Кроме того, что мы умываемся с мылом, мы еще обязательно 2 раза в день чистим зубы, чтобы не оказаться в кресле у зубного врача. Надо чистить каждый зуб, верхний зуб и нижний зуб, даже самый дальний зуб, очень важный зуб. Изнутри, снаружи 3 снаружи, изнутри. Сейчас мы прочитаем с вами текст о гигиене зубов. Послушайте, ребята. Зубы надо беречь, чистить их утром и вечером. Для этого у тебя есть зубная щетка и зубная паста. Не ешь много конфет, тогда у тебя будут здоровые зубы. Давайте посмотрим следующие картинки и составим к ним предложение. Что делает девочка? Правильно, девочка ест конфеты. А сколько конфет она ест? Да, ребята, она ест много конфет. Смотрим вторую картинку. Что с ней случилось? Верно, у девочки заболел зуб. Смотрим третью картинку. Куда ведет девочку мама? Конечно, мама ведет девочку к зубному врачу. Ребята, а вы боитесь ходить к зубному врачу? Да, никто не любит ходить к зубному врачу на лечение. Смотрим четвертую картинку. Мы видим веселую, здоровую девочку. Значит, ее кто вылечил? Молодцы! Девочку вылечил зубной врач. Что мы здесь можем сказать, ребята? Правильно, не надо есть много конфет и нужно чистить зубы. Дальше я вам расскажу, ребята, о полезных продуктах питания. Посмотрите верхний ряд картинок. Эти продукты питания дают организму энергию, чтобы двигаться и хорошо думать.
Это мед, гречка, геркулес, изюм, масло. Второй ряд продуктов. Творог, рыба, мясо, яйца, орехи помогают строить организм и делают его более сильным. А третий ряд – фрукты и овощи, морковь, чеснок, капуста, перец, яблоко, лимоны, зелень содержат много витаминов и помогают расти высокими, красивыми, сильными и здоровыми. Теперь посмотрим, какие правила нужно соблюдать для хорошего здоровья. Первое. Соблюдать правильный режим дня. Второе. Делать зарядку. Третье. Чистить зубы 2 раза в день. Четвертое. Есть полезные продукты. Пятое. Соблюдать личную гигиену. Давайте, ребята, отдохнем. Сделаем зарядку. Я буду говорить, а вы выполняйте эти движения. Быстро встаньте, улыбнитесь, выше-выше подтянитесь. Ну-ка, плечи распрямите, поднимите, опустите. Влево-вправо повернулись, рук коленями коснулись. Сели, встали и на месте побежали. Дальше рассмотрим для вас новую тему – приставка. Приставка – это часть слова, она служит для образования новых слов. Мы с вами рассмотрим на уроке приставки при, у, за, в. Возьмем слово «шел» и посмотрим, как образуются от него новые слова. Добавим перед словом «шел» приставку «в», и получилось новое слово «вышел». Вышел из школы, значит, что мальчик сейчас уже не в школе, а на улице. Добавляем к слову приставку «у». Получилось слово «ушел». Ушел из школы, значит, что мальчик был в школе, но теперь его уже там нет. Образуем следующее слово, добавив приставку «при». Получилось новое слово «пришел». Мальчик пришел домой, значит, он уже дома. Добавляем к слову «шел» приставку «за», и у нас получилось новое слово «зашел». Мальчик зашел в свою комнату, значит, в данном случае, что он сейчас в комнате. Значит, если добавить к слову приставку, то получится новое слово. Например, шел, пришел. Сравним предлоги и приставки. Внимательно смотрите, ребята. Первое. Предлоги пишутся отдельно со словами. Например, стоит за деревом предлог «за», а приставки слитно. Например, «зашел». Здесь пишется приставка «за». Второе отличие. Предлоги служат для связи слов в предложении. Например, Аман идет в школу. Здесь без предлога «в» мы не сможем составить предложение. А приставки
образуют новые слова. Например, шел, вышел. При помощи приставки мы образовали новое слово. Посмотрите на картинку и составьте предложение, используя предлог и приставку. Откуда вышел мальчик? Я думаю, вы составили так. Мальчик вышел из школы. Молодцы, ребята! Мы здесь используем приставку «в» и предлог «из». Дальше работайте активно и самостоятельно. Смотрим следующую картинку. Ответьте на вопрос: куда ушел мальчик? Может быть, вы ответите: мальчик ушел домой. Здесь мы используем приставку «у». Как вы видите, не во всех предложениях используются предлоги. Если я задам вопрос: куда пришел мальчик, то вы как ответите? Верно, вы ответите: мальчик пришел домой. Здесь мы используем приставку «при». На этой картинке мальчик дома. Куда зашел мальчик, когда пришел домой? Ответьте правильно на вопрос, ребята. Мальчик зашел в свою комнату. Здесь мы используем приставку «за» и предлог «в». Вот мы и проводили мальчика из школы домой, а сами научились составлять предложения с приставками и предлогами. Для закрепления нашей темы сравнение приставок и предлогов. Поработаем с другими картинками. На первой картинке вы видите собаку и конуру. Конура – это домик для собаки. Посмотрите на первую картинку и ответьте на вопрос: откуда вышла собака? Правильно, собака вышла из конуры. Смотрим на второй рисунок. Отвечаем на вопрос предложением. Куда зашла собака? Молодцы, ребята! Собака зашла в конуру. Здесь мы используем приставку «за» и предлог «в». Дальше смотрим первую картинку и отвечаем на вопрос предложением. Куда зашла учительница? Как вы ответите? Вы ответите, ребята: учительница зашла в класс. Мы используем приставку «за» и предлог «в». Смотрим вторую картинку. Почему дети радуются, шумят? А где же учительница? Ответьте на вопрос. Откуда вышла учительница? Правильно, учительница вышла из класса. Мы использовали приставку «в» и предлог «из». Мы можем сделать вывод, что приставки и предлоги, хотя и маленькие, но нужные. Без них мы не сможем составить предложение. Мы используем приставки и предлоги в предложениях, где они требуются. А теперь давайте вспомним слова, которые имеют противоположное значение. Например, белый, черный, большой, маленький, зима, лето. Я думаю, вы тоже сейчас приводите разные примеры таких слов. Молодцы! Посмотрите на картинки и назовите слова, противоположные по смыслу. Первый мальчик какой?
Правильно, чистый. А второй мальчик какой? Верно, грязный. Здесь вы видите одного мальчика. На первой картинке он какой? Правильно, веселый. А на второй мальчик какой? Верно, грустный. Оба мальчика лежат на кровати. И мы по настроению скажем, что первый мальчик какой? Правильно, здоровый. Тогда второй мальчик какой? Молодцы, больной. Надеюсь, он скоро выздоровеет. А что надо делать, чтобы не болеть? Вы теперь знаете, мы об этом говорили на уроке. Урок подходит к концу. Давайте посмотрим, что мы смогли сделать за урок. Мы повторили слова, которые отвечают на вопросы «сколько», «какой». Узнали, что такое приставка. Сравнили предлог и приставку. Вспомнили слова, противоположные по значению. Поговорили о здоровье и гигиене. Мы замечательно поработали. До свидания, ребята. До новых встреч!